или Да. мне сразу ругаться? Расскажите, какая результативная часть, мы все-таки здесь были, и довольны ли вы приговором? Суд назначил Джумаеву наказание в виде 5 лет лишения свободы в колонии общего режима. И этот акт не имеет ничего общего с правосудием. Конечно, мы недовольны этим результатом. Мы считаем, что это все, что угодно, но не справедливое судебное разбирательство и не правосудный приговор. Это акт возмездия отдельно взятому молодому человеку. Мы полагаем, что использование государственных институтов и особенно институтов судебных для сведения счетов вот с такими квазиполитическими оппонентами, как Саидмухаммад Джумаев, антиконституционно. Вы можете сейчас сказать про стратегию защиты, какие будут ваши дальнейшие шаги? Мы, естественно, обжалуем этот приговор, потому что он совершенно никуда не годится. Это незаконно, необоснованно, это бесчеловечно. И мы не представляем себе, чем руководствовался суд, вынося этот акт. Как судья вообще объяснил это? Он это как-то аргументировал? Почему реальный Это срок? дежурные формулировки, в соответствии с которыми это там преступление против порядка управления, против интересов государства и так далее. Послушайте, законодатель уже предусмотрел все эти качественные характеристики преступления, когда предусматривал возможность назначения за него наказания в виде штрафа, например, или в виде исправительных работ, или в виде лишения свободы в колонии, поселении, в конце концов, от 2 месяцев до 5 лет. А здесь речь идет практически, по сути, о максимальном наказании. Да, суд сократил количество эпизодов с 3 до 2. За каждый из 2 эпизодов как будто бы назначил по 3 года лишения свободы. И вот частичным сложением дал ему 5 лет. Для чего? Какой из целей наказания, предусмотренных законом, суд хочет добиться, приговорив этого совсем молодого человека, ранее несудимого, всюду, где о нем не спросишь, положительно характеризуемого, к столь длительному лишению свободы? Суд действительно считает, что Саидмухаммад, оказавшись в колонии общего режима, среди уголовников через 5 лет вернется в общество исправленным, образцово-показательным гражданином? Это бред сивой кобылы. Как подзащитный отреагировал на результаты? Он спокоен, он мужественен, но, естественно, расстроен, так же, как все мы. То есть в итоге суд внял вашим каким-то доводом по поводу того, что эти 3 эпизода это показательный повод? Суд решил, что это не 3 эпизода и не 1 эпизод, а 2 эпизода. Это единственное, под чем есть хоть какая-то логика, это уже тонкости уголовного права, я думаю, они вам будут мало интересны. Но вот этот остаток, сухой остаток дела в виде 5 лет лишения свободы. А вот со стороны обвинения, вот эти люди, которые свидетельствовали в суде, сотрудники силовых органов, у них же, если я не ошибаюсь, не было претензий к самому Джумаеву? Да, они не имеют к нему ни моральных, ни материальных претензий. Любой вред, который мог быть причинен действиями Джумаева, давно компенсирован. И вообще сторона защиты в этом деле от имени Джумаева совершила все действия, какие только возможно, образующие обстоятельства, смягчающие наказание. То есть нам государство сегодня продемонстрировало что всего этого делать не нужно было. Начиная с признания вины, заканчивая материальными компенсациями там, и прочими взносами. Государство продемонстрировало нам, что безотносительно отношения обвиняемого к совершенному деянию, безотносительно его действий в ходе предварительного следствия и в судебном заседании, в том числе его ходатайства о рассмотрении дела в особом порядке, такой обвиняемый, как Саидмухаммад Джумаев, будет наказан образцово в назидание другим, что это будет так называемая показательная порка. Еще раз повторюсь, это против интересов правосудия. Это нарушает все возможные нормы закона, применимые в нашем деле. А то, что сегодня так долго не начиналось соглашение, есть какие-то объяснения этому? Мы не имеем об этом ни малейшего представления. Тайна совещания. До момента, когда судья вышел из совещательной комнаты, мы не можем знать, что происходило в этой комнате, за ее пределами.
какие коммуникации происходили, что повлияло на этот приговор. Все будет голым предположением, и мы не хотим тратить на предположения ни ваше, ни свое время. Все, спасибо за внимание.